утро, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Велик и могуч русский язык. Эту цитату писателя Ивана Сергеевича Тургенева можно использовать на любом уроке русского языка. И чем больше вы будете изучать русский язык, чем больше вы прочтете новых книг, тем больше вы будете в этом убеждаться. Великое количество слов в нашем языке, сотни тысяч. Как же разобраться и управиться с такой армией слов? К счастью, есть у слов строгий командир. Это морфология. Что такое морфология? Морфология – это наука, которая занимается изучением частей речи. И сегодня мы продолжим путешествие по государству морфологии, по огромной стране, имя существительное. Как утверждает морфология, имя существительное – это каждое второе слово в нашей речи. Поэтому эта страна такая большая. А помогут в нашем путешествии те знания, которые мы получили на уроках русского языка. Итак, чтобы попасть в страну имени существительного, нам надо назвать пароль. Вопросы, на которые отвечает имя существительное и что оно обозначает. Что такое имя существительное? Правильно, имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» и «что» и обозначает предмет. Имя существительное очень удивительное. На вопросы «кто» и «что» отвечать всегда должно. Пароль отгадан, и мы можем начать наше путешествие. Посмотрите, нас пришли встречать слова: животные, самолет, медведь, овощи, лестница, человек, Россия, обезьяна, Москва, путешествовать. Что это за слова? Это словарные слова. Все ли из них из данной страны? Нет ли лишних? Правильно, лишнее слово «путешествовать». Почему оно лишнее? Это глагол. Он отвечает на вопрос «что делать?». Мы превратим его в имя существительное с помощью подбора родственного слова, которое отвечает на вопрос «что?». Путешествие. Запишите теперь эти слова, вставляя пропущенные буквы. Проверьте правильность написания слов. А на какие группы вы бы могли разделить эти слова? Правильно, это группа одушевленные и неодушевленные имена существительные. Животные, медведь, человек, обезьяна – одушевленные имена существительные. Самолет, овощи, лестница, Россия, Москва, путешествие – неодушевленные. И вторая группа – собственные и нарицательные имена существительные. Животные, самолет, медведь, овощи, лестница, человек, обезьяна, путешествие – это нарицательные имена существительные. Россия, Москва – это собственные имена существительные. Тема нашего урока – одушевленные и неодушевленные собственные и нарицательные имена существительные. Сегодня на уроке мы обобщим и систематизируем знания об имени существительном, закрепим такие понятия, как одушевленные и неодушевленные имена существительные, собственные
и нарицательные имена существительные. Вспомним, имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто» и «что». А как понять, когда надо задавать вопрос «кто», а когда вопрос «что»? На вопрос «кто» отвечают имена существительные, которые обозначают живых существ, людей и животных. Например, кто? Собака, воробей, бабочка, повар, акула. Эти имена существительные называются одушевленные. Остальные имена существительные отвечают на вопрос «что» и называются неодушевленными. Например, камень, пароход, ромашка, булочка, солнце. Следует заметить, что деление имен существительных на одушевленные и неодушевленные не всегда совпадает с делением всего существующего в природе на живое и неживое. Так, в природе растения относятся к живым организмам, но мы задаем к ним вопрос «что?». Дело в том, что наши далекие предки живым считали только то, что бегает, прыгает, летает, употребляет пищу, а растения не обладают этими навыками. Они не передвигаются и не поедают себе подобных. И хотя наука шагнула вперед, вопрос «что?» у растений остался. Поэтому имена существительные, которые обозначают названия растений, являются неодушевленными. Следует запомнить, что в русском языке одушевленными именами существительными считаются те существительные, которые обозначают богов и мифических существ, которые похожи на человека. Название шахматных фигур. А как правильно поставить вопрос к названиям игрушек? Ведь это не живые предметы. Кто? Кукла, мишка, неваляшка, робот, чебурашка. И что? Домик, машинка, ведерко, мячик, кубики. Конечно, вопрос «кто» задается к тем игрушкам, которые похожи на настоящих живых существ. Они относятся к одушевленным именам существительным. А вот имена существительные, обозначающие группы живых существ, их называют собирательными именами существительных, являются неодушевленными. Что? Стая, стадо, табун. Что? Войско, толпа, народ. Что? Детвора, молодежь. Одушевленность и неодушевленность – это постоянный морфологический признак имени существительного. То есть имя существительное может быть только одушевленным или только неодушевленным. Но есть и исключения. В нашей речи встречаются слова, которые могут обозначать как одушевленное, так и неодушевленное имя существительное. Например, лиса вырыла глубокую норку. Среди веток спряталась пушистая норка. В первом предложении слово «норка» отвечает на вопрос «что» является неодушевленным существительным. Во втором предложении слово «норка» отвечает на вопрос
кто и является одушевленным существительным. В таких случаях надо быть внимательным и вдумываться в смысл слов. Выполните задание. Подчеркните одной чертой одушевленные имена существительные, а двумя чертами неодушевленные имена существительные. Проверьте себя. А теперь, ребята, посмотрим на пары, которые подобраны по аналогии. Париж – Франция, Бишкек – Кыргызстан, марсиане – Марс, земляне – Земля, утес – Лермонтов, прыжок – Толстой, страна – город, дом – квартира. Ребята, а вы можете сказать, почему одни слова написаны с большой буквы, а другие с маленькой? Имена существительные Париж, Франция, Бишкек, Кыргызстан, Марс, Земля называются именами собственными. Это слово пришло к нам из старославянского языка, и обозначает оно личное, только мое. Имена собственные называют такие предметы, которые единичны. У человека это имя, у города, реки, улицы, планеты – это названия, у животных – это клички. Собственные имена существительные пишутся с большой буквы. Но есть еще и нарицательные имена существительные. Это слово тоже пришло в нашу речь из старославянского языка, и обозначает оно нарицать, то есть говорить, называть. Нарицательные имена существительные называют предметы, которые не являются единичными. Как вы думаете, как пишутся такие слова? Правильно, нарицательные имена существительные пишутся со строчной маленькой буквы. Сделаем вывод. Собственными именами существительные называют такие предметы, которые единичны, неповторимы, и пишутся они всегда с заглавной буквы. А нарицательные называются предметы, которые не являются единичными и пишутся со строчной буквы. Прочитайте слова. Чем они различаются? Вставьте в каждое предложение подходящее по смыслу слово. А теперь проверьте себя. Я думаю, вы легко справились с этим заданием. Что вы заметили, ребята? Правильно. Первые слова – это именно собственные. Они пишутся с заглавной буквы. А вторые слова – это нарицательные имена существительные. Они пишутся со строчной буквы. Но, внимание, одно и то же слово может быть и собственным, и нарицательным. Необходимо помнить, что имена собственные пишутся с заглавной буквы, а нарицательные пишутся с маленькой строчной буквы. Выберите нужную букву в скобках и объясните свой выбор. Запишите предложение. Проверьте себя. А теперь, ребята, я расскажу вам кое-что интересное. Это интересно знать. История знает множество примеров,
когда имена собственные становились нарицательными. Вот некоторые из них. Пирожное и торт «Наполеон» по легенде обязаны названием императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид кондитерских изделий. Наш урок подошел к концу. Послушайте творческое домашнее задание. Используя полученные на уроке знания, придумайте 5 предложений, описывающих картинку. При этом используйте не менее 5 имен собственных. А я благодарю вас всех за внимание. До свидания, до скорых встреч!